الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hvala Allahu, Gospodu mirov, mir i blagosloveni našemu proroku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Ja Allah, mi sabrali se здесь, уверовали, что нет Господа кроме Тебя. Уверовали, что Мухаммад был послан Тобой к нам. Я Аллах, передай ему от нас мир, салям и благословение. Амин, раббил алямин. Дорогие братья и сестры, однажды пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям с Абу Бакром были в пустыне, и их угостил один бедуин. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: когда ты будешь в Аль-Мадина, когда ты приедешь в Аль-Мадина, приходи к нам. Ну, угостил, угощаем. Пророк так не говорил, но сказал ему: будешь в Аль-Мадина, приходи к нам. И субханаллах, этот бедуин пришел в Аль-Мадина. Само собой, субханаллах, раз человек угостил пророка в пустыне, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи говорит: сегодня день верности, сегодня мы тебя угощаем. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал этому бедуину: спроси, что тебе надо. Вот я задам тебе вопрос, брат мой. Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: что тебе надо, Ильдар, что тебе надо? Машина, жена красивая, бизнес. Представляешь? Что тебе надо? Аллах, Аллахи аль-Азим, ноги трясутся перед этим вопросом. Что тебе надо, брат? Бедуин, знаете, что сказал? Хочу верблюд и 2-3 овцы, чтобы мне помогли. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал ему: спрашивай, что тебе надо? Ну, мне хватит верблюд, 2-3 овцы, чтобы мне помогли жить дальше. Спрашивай. Верблюд и 2-3 овцы, все. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям здесь, он говорил: неужели один из вас не может быть как тот старуха из сыновья Израиля? Сейчас я объясню ее историю. Неужели не может быть как эта старая женщина? Вот пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям учит нас мечтать, хотеть великие, большие вещи. Ну что верблюд? Порше, на самом деле, Жагуар, завод верблюд, даже завод Порше, извините за выражение. И они сказали: что за женщина, что она делала, эта женщина, которая из сыновья Израиля, старая, Аджузу бани Исраиль, старая женщина среди израильтян. Что она сделала? Слушайте ее историю. Оказывается, пророк Юсуф, алейхиссалям, дорогие братья и сестры, когда умер, он писал завещание. Когда умру, он знал, что когда-то сыновья Израиля будут выходить, переселиться из Египта. Он знал. И он сказал: не оставляйте меня здесь, забирайте меня с собой, забирайте мои остатки с собой. Понимаете, да? И здесь, субханаллах, уже умер Юсуф, алейхиссалям, умерли несколько поколений. И хотят забрать его, а где его могила, никто не знает. Никто не знает, кроме одной женщины. Старая. У нее кожа даже вот так висит, настолько старая. И сказали: эта старая женщина знает, где могила Юсуфа, алейхиссалям. Аллах. Пришел Муса, алейхиссалям, и сказал: где могила Юсуфа? Она сказала: я не скажу, просто так. Не скажу. Почему? Говорит: у меня есть условия. Какие твои условия? Она сказала: не просто хочу рай, я хочу быть твоей спутницей в раю, с тобой везде, где ты бы не ходил бы. Там ходят великаны, братья мои, с пророком, дай Аллах субхану. Аллах говорит в Коране: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Те, кто повиновались Аллаху и его пророка, они с пророками будут, с шахидами, с аулиями. Она не хочет быть с простыми в раю. Она хочет с кем быть? С Муса, алейхиссалям. Аллаху азим, великая женщина. И он сказал: нет, всего лишь ты мне что, показала здесь могила, ты хочешь рай? Муса даже не согласился, алейхиссалям. Он ушел к Аллаху, субхану ва, говорит: я Аллах, она хочет быть моей спутницей в раю. Сказал: дай. Он сказал: Аллах, обещай. И здесь пророк Мухаммад саллаллаху алейхи разозлился на этот бедуин, сказал: неужели ты не можешь быть как она? Неужели не можем быть как она? Аллах субхану ва, братья мои,
لا يحب سفاسف الأمور. Allah subhanahu wa ta'ala не любит мелочей. Есть некоторые люди реально сидят, занимаются мелочами. Реально умма страдает в Палестине. Наши братья в Алаксе, да? Он сидит, делает большой конфликт, как тасбих делать так, не так, так руки. Брат мой, это мелочь. Есть великие вещи. В исламе есть великие вещи, субханаллах. Вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, если один из вас спрашивает рай, субханаллах, вот некоторые люди, валлахи, я слышал даже на арабском, на моем родном языке, некоторые, конечно, невежественные арабы, говорят, о Аллах, мне хоть кусок около рая, мне хватит. Хоть кусок какой-то земли около рая даже. Мне лишь бы я спасся от огня, мне больше ничего не надо. Это неправильно, это не искренне верующий. Потому что он презирает то, что у Аллаха, субхану та'аля, он презирает. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если бы вы знали, что есть, что творится на утренний намаз, какие награды бы вы ползком ходили. Сейчас я скажу любому из вас, брат мой, иди ко мне ползком, ты скажешь, иди отсюда, кто ты такой? Ну, пророк сказал, это будет. Вот, Валлах, если сейчас тебе ставлю 100 машин, я не знаю, шикарных, завод машин на Баумана, ты скажешь, я не стану унижаться. Ну, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ползком ходили бы на утренний намаз, если бы знали, что творится, какие награды. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда один из вас просит рай, пусть спрашивает, у Аллаха самый высший степень рая, это что? Фирдаус. Дай Аллах, субхану та'аля, что как мы собрались здесь, чтобы мы в Фирдаусе были. И просите у Аллаха, субхану та'аля, прямо Фирдаус, дружба с пророками, дружба с аулиями, с шахидами. Вот у Аллаха именно надо быть алчным. А у него здесь надо быть скромным. Нет, не хочу. Кушай, не хочу. Пей, не хочу. Возьми, не хочу. Здесь ты должен быть гордый. У Аллаха ты должен унижаться, ломать свою голову и спросить. Аллах любит, когда ты у него спрашиваешь. А сын Адама, наоборот, отказывается. Хватит им, ты не насытный, что ли? Вот сын Адама говорит, да? Аллах наоборот. Между прочим, когда сподвижники сидели у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пророк сказал, Аллах любит того раба, который много спрашивает, много просит. И один из подвижников сказал, Аллах, я буду много просить. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллаху акфар. И Аллах больше еще даст, любит. Просите у Аллаха, субханаху ва та'аля, больше. Вот однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, я уверен, многие из вас были в умрах. Арабы любят кайлуля. На самом деле в наших краях, где жарко, невозможно не спать днем. Реально очень хочется спать. Именно после того, как солнце уйдет из завала, уйдет чуть-чуть, ты намаз считаешь, все, спать охота. Субханаллах. И в это время даже в сурат Ан-Нур Аллах субханаху ва та'аля велел нам не ходить друг к другу в гости, чтобы люди отдыхали и так далее в эти времена. И однажды один из подвижников, его звали Рабиа. Рабиа пришел во время кайдуля к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк спит, и все спят, но ребенок не спит, как ваши дети, мои дети. Да, именно когда спать надо, он, субханаллах, заводится. Рабиа, еще молодой юноша, пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и стучал в его дверь. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, встал и смотрит на Рабиа. Брат мой, ты представь, не ребенок, представь ты. Сейчас ты зашел, и против тебя пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. У тебя язык поворачивался, что ли? Ты мог что-нибудь просить? Вышел самый красивый создание Рабиа. Аллах. Вышел и стоял напротив него. Рабиа, когда увидел пророка, замолчал, не знал, что сказать. Стучал в дверь, пророк откроет двери, Рабиа встал и все. Затыкнулся, как говорится, замолчал, глотал свой язык на арабском, говорят. Здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивал, «Салли, Рабиа, ма хаджатук?» Какой у тебя хаджат? Что тебе надо, о Рабиа? Что тебе надо? Смотрите, какой умный ребенок. Смотри, какой умный ребенок. Раз пророк спрашивает, что тебе надо, значит, пророк даст. Понимаете? И смотрите, как перевернул весь игру. Он сказал, дай подумать, я Расул Аллах, и ушел. Понимаете? Дай подумать. Он пришел. И он как раз ушел, у него есть обещание от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Через 3 дня пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Через 3 дня пришел обратно к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, замученный.
Давайте, ребята, возьмите бумагу, что тебе надо. Надо машина, игрушка, iPad, телефон, жена, 2 жены, 3 жены. Сын Адама не насытный, кстати. Пророк Мухаммад сказал, не насыщает сына Адама, кроме как земля. Субхана земля, только смерть. И пришел через 3 дня к пророку замученный. Он сказал: «Я Расул Аллах, я хочу быть твоим спутником в раю». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, сказал: «Саль я Рабиа, ты спрашиваешь, что тебе надо?» «Я Расул Аллах, хочу быть твоим спутником в раю». «Саль я Рабиа, я Расул Аллах». Он говорит: «Хуа дака я Расул Аллах». Вот это оно, все, халас. Я хочу быть твоим спутником в раю. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, спрашивал: «Ман алламака хаза я Рабиа?» Кто это тебе научил? Кто это тебе научил? Как так? Ребенок так хочет. Говорит: «Я Расул Аллах», смотрите размышления, какой великий деяние. Говорит: «Я Расул Аллах, я смотрел на эту жизнь, на эту дунья». На самом деле, Аллах, я помню первую машину, когда я купил, я говорю: лишь бы акку, чтобы мне было тепло, чтобы я до университета дошел. Я зашел, я тогда помню, купил Nexia. Я ушел из рынка, говорю: ох, лучше я бы купил RAV4. Понимаете, да? Сын Адама такой. И вы такие, и я такой, мы все такие, да? И, субханаллах, Рабиа говорит: я смотрю на этот землю, мне сначала 1 дом, 2 дома, 3 дома. Ну, 1 участок, 10 участков ему мало. И весь, даже всю земля мало. Для сына Адама, Аллахи, даже земля мало. Весь вот этот шар, все мало для него. Говорит: а этот дунья, оказывается, ничего не стоит без тебя. Ничего не стоит без тебя, я Расул Аллах. Тогда Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал ему? Тогда помоги мне, я Рабиа. Помоги мне, а'инни аля нафсика бикафрати суджуд. О, Рабиа, помоги мне многими саждами. Субханаллах, оказывается, после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спрашивают: где Рабиа? Говорят: он скучает по пророку и делает сажда. Он ждет обещанный пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Скучает по пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, делает сажда. Вот просите вот эти великие вещи. Между прочим, вот ради юмора сейчас расскажем. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вы открывайте этот крепость. Открывайте этот крепость. И эти жители этой крепости становятся вашими рабами. И один из сподвижников, простой сподвижник, он сказал: я Расул Аллах, сделай, чтобы сестра этого правителя была моя жена, моя эта наложница. Субханаллах, вот такие мозги у него. Вот он хочет именно, что сестра правителя этой крепости, чтобы была его. Наложница, по-русски говорят, да? И на самом деле пророк Мухаммад, когда откроете эту крепость, дайте ему эту наложницу. И, субханаллах, он забрал ее. Потом, когда вышел ее брат, он хотел освободить свою сестру. Он сказал: за сколько ты отдашь мне мою сестру? Тут сподвижник сказал: за 700 тысяч. Он на самом деле, этот человек отдал 700 тысяч и забрал свою сестру. Сподвижники потом сказали ему: а что ты больше не спрашивал? Говорит: субханаллах, разве есть цифра больше, чем 700 тысяч? Аллах, так, разве была цифра больше, чем 700 тысяч? Я бы просил больше. Он не знал, что цифры больше. А пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: смотрите глубже, братья мои. Просите, вот именно когда ты просишь, проси им у Аллаха, проси много. Не стесняйся у Аллаха, субханаху ва тааля. Вот так надо воспитать своих детей. Вот так. Вот надо воспитать их как львы. Не просто: ладно, мне хватит финик. Если ты себя хватит финик, но для своей уммы весь мир мало. Вот так надо воспитать своих детей, как львы. Вот однажды один отец, торговец из Багдада, он звал своего сына, хотел своему сыну практический урок делать. Он сказал ему: возьми деньги и иди в Дамаск. Возьми деньги и иди в Дамаск, и торгуйся в Дамаске, и возвращайся, и ты будешь мне рассказать обо всем. Все, что ты видел в дороге, ты будешь мне рассказать. И, субханаллах, он пошел в караван, взял деньги и пошел на торговле. В дороге, субханаллах, только выехали из Багдада, он увидел шакала, который умирает от голода. Все, шакал уже двигаться не может. Лежит, и уже кишки, все тонкий такой, умирает шакал от голода. И он говорит: субханаллах, этот шакал уже все умер, даже он не может, он не осилит есть или поймать крысу от голода. И он только решил, что этот шакал умер уже, Аллах субхану тааля не спаслал льва с дичем, и именно лев стал кушать этот дичь около
шакала. Шакал только что сделал, поднял только голову и кушал со львом. Шакал набрал сил и начал бегать. Этот человек что сказал? А смысл я еду из Багдада в Дамаск торговаться? Рызык пришел к рту, прямо к рту шакала. Что мне туда далеко ехать? И решил возвращаться к отцу. Отец увидел своего сына, быстро возвращался. Говорит, что ты так рано вернулся? Почему ты не продолжал туда, в Багдаде торговаться? Говорит, отец, я видел удивительную вещь. Аллах Субхану Тааля мне показал удивительную вещь. Нам не надо в Дамаске, нам надо здесь торговаться. А в смысле, почему? Он рассказал ему историю. Он сказал ему, сынок, я не хочу, чтобы ты был шакалом и ел от остатков львов. А наоборот, хочу, чтобы ты стал львом и ели от двоих остатки шакалы. Вот так надо воспитать своих детей, дорогие братья и сестры. Субханаллах. Я недавно, Аллахи, с моим родственником не смог согласиться, с бабаем, с моим тестом на эту тему. Он учит моего сына, пока дают, бери, пока бьют, беги. Я говорю, нет. Я не согласен. Если это бесплатно, научите своих детей от бесплатных вещей отказаться. Должен быть гордый. Должен сам заработать, сам принести это. Где его вот эта львиная доля в сердце наших детей? Вот. А иногда видишь, раз бесплатный трапеза, как наши дети бросаются и не дают уважения старикам. Вот. Нельзя так воспитать детей. Вот смотрите на Востоке, валлахи, это... Ну и что ребенок не умрет от голода? Валлахи, не умрет от голода. Надо учить его уступить старикам. Вот так, чтобы в сердце твоего ребенка была львиная доля. Валлахи, однажды я своих учеников, я учил так. Ураза сидели. И говорю, кто уступит свой суп? Я вижу их слюни, понимаешь? Ребенку всего лишь 10 лет. Дали ему суп через 12 часов уразы. Я говорю, я просто сейчас хочу испытывать вас. Кто готов не кушать суп сейчас на ужин и отдать его кому-нибудь из детей? Субханаллах, 3 детей согласились. Не отдам. И реально я специально этих детей оставил. Говорю, ты не будешь кушать. Просто практические навыки идут. И, субханаллах, я потом сказал своим ученикам, вы последние будете кушать, как пророк Мухаммад ﷺ. Вы всех будете угостить, всех сажали. Вот так надо воспитать детей. Вот так мы нас воспитали. Асарбек, вот так на Востоке. Ты сначала, ты последний. Вот ребенок, вот серьезно, здесь мы даем ребенку сами, воле ребенку, он же ребенок. Именно он же ребенок, пусть потом покушает. Надо уважать стариков. Пусть потом поспит. Ребенок должен подо мной подстраиваться, я не должен под ним подстраиваться. Понимаете, воспитание так на Востоке. Да? И так получается, субханаллах, я потом заметил эти дети, валлахи, которые стали кушать сами последние, встают сами первые, убирают за собой. Валлахи, я заметил, эти дети вообще растут вообще как реальные мужчины. Дорогие братья, мой сын, твой сын сегодня, если кушал последний и не достался ему суп, он не умрет от голода. Не умрет, валлахи, не умрет от голода. Вот смотрите, в землетрясении в Турции, через 12 дней вытаскивали оттуда живого ребенка. Но зато твой ребенок, когда встает и уступает всем, реально увидишь, как он будет относиться к жене, к детям, к окружающим. Валлахи, братья мои, я иногда бываю как семейный консультант, мне люди пишут, Валлахи, столько мне смс-ок идут, научите наших мужчин быть ответственными. Мы настолько балуем наших детей, наших малышей, этот ребенок уже привык, чтобы суп до его рта дошел, даже не хочет поднять руку. Он не хочет кушать. Он ничего не хочет делать. И он уже стал мужчиной, его отец, он обеспечит его, купил ему квартиру, все, этот ребенок уже никудышний никуда. И на самом деле наши сестры жалуются на безответственных этих мужей. Их очень много стало среди нас. Спросите у хазаратов. Он спокойно, уже я не хочу, и оставил жену, детей и ушел. Это мы видим в наших домах. И это большая концентрация. Нет никакой ответственности, дорогие братья и сестры. Воспитайте своих детей, чтобы были на самом деле даже хуже львов. Хуже львов. И субханаллах, есть было? Не хуже, лучше львов, ладно? Вот эта проблема, братья мои, уже реально, она чуть ли не в каждом доме, даже в моем доме. Ребенок не хочет двигаться, пассивный такой, лишь бы дай ему кушать. Я хочу вас спросить, дорогие братья и сестры, кто больше любит твоего ребенка? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, или ты сам?
Кто больше любит наших детей? Я люблю своих детей больше или пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Я уверен, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, из последних его слов говорил: «Валлахи ляль факра ахша алейкум». Клянусь Аллахом, я не боюсь за вас бедность. Ну и что? Вот сегодняшний день, на самом деле, наши сестры иногда так требуют от своих мужей, она именно хочет сравнивать свою семью с той семьей, которую видела в Инстаграме. Откуда тебе знать, он эти деньги забрал халяль, не халяль, он наследовал или нет? И, к сожалению, мечтали соревноваться в дуне, как пророк. От чего именно боялся наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? Он сказал: «Валлахи ляль факра ахша алейкум». Клянусь Аллахом, я не боюсь за вас бедность, а боюсь за вас дуне. Наоборот, будьте соревноваться в дуне, кто богаче, у кого лучше машина, у кого лучше одежды. И наши жены уже стали требовать, чтобы, вот смотри, он сколько приносит домой. Смотри, на какую машину он катается. Ну, у меня не получается халальским путем. Что мне делать, харам? Аллаху Акбар. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Инна руха аль-худуси аль-ка фи рауи». Аллах субхану та'аля мне внушил, что сын Адама, душа не умрет, пока не достает весь свое пропитание. Допустим, Асылбек, тебе написано у Аллаха субханаху ва та'аля тонна пропитания. Ты не умрешь, брат мой, пока этот тонна пропитания ты не получишь. Ну, может, ты получишь 999 при смерти, а 1% в свою жизнь. Аллах. Как? Или наоборот, понимаете, да? Но ты не умрешь, сколько бы ты ни заработал, как ты ни бегал, ты не смог получить больше, чем твой язык, не сможешь. И наоборот, он тебе не промахнет, как смс-ка. Может быть, сейчас смс-ка идти к твой телефон, а оказывается, она должна была прийти сюда, промахнулась. Точно так же язык. Он это твой язык, брат мой. И наша беда на сегодняшний день, мы начали соревноваться дуньей. И поэтому начал муж, субханаллах, день и ночь или работает, или начал обманывать, или начал кредит, или начал воровать, или начал насиловать. Чтобы соревноваться с другим, я тоже хочу кататься на той машине, которой катается тот человек. Не здесь наше соревнование. Где наше соревнование? Аллах субхану в Коране говорит: «Вафи далика фальятанафаси мутанафисун». Пусть в этом, именно в Коране, в деянии ради Аллаха субхану и на пути Аллаха субхану, пусть здесь соревнуются. Поэтому, брат мой, когда ты откроешь горизонт своему сыну, что ты должен соревноваться именно с горами, со львами, Аллахи, он будет таким. Ради прикола расскажу. На самом деле история очень известная у арабов, у бедуинов. Однажды один вор араб, зашел, ну, араб, сами знаете, есть там закон, племенный закон. Если, допустим, мне били, я иду к своей племени, говорю: племя Асылбека мне били. Моя племя идет разбираться с его племенем, понимаете, да? И, субханаллах, однажды один вор зашел в племя, и поймали его, и били его. И когда он ушел, пришел к своей племени: зачем тебя били, зашел воровать? Молодец, арабы воровали до ислама. Молодец. Он говорит: что ты воровал? Говорит: я воровал яйцо. Взяли его племя и опять избили его. Ну, раз ты пошел воровать, ну, воруй верблюд, ну, воруй красавицу, яйцо воровать. Из-за этого ты нам строил проблему. И есть такая поговорка по-арабски: «Ида сарахта фасрух джамалин». Если ты воруешь, то воруй верблюд. Ну и так, вот, так и ребята, не пишите, пожалуйста, Мухаммад Хазрат нас учит, как воровать. Это не я. Ребята, вот хейтеры, пожалуйста. Ну, понимаете, да? Ну и точно так же дальше. И если ты влюбился, точно так же влюбиться, это был позор. Ну, представляете, мы вместе джамаат. Если я влюбляюсь, значит, я влюбляюсь в кому-нибудь из ваших сестер. Это был очень большой грех, позор даже. Влюбиться или сказать людям, что я любил эту девушку, это был позор для моей семьи и семьи для той семьи. Ну, раз ты влюбился, тогда влюбляйся, говорят, в луну. Ну, настоящего, понимаете, да? И так, субханаллах, однажды, вот этот характер очень не хватает наших детей на сегодняшний день. Настолько они поддатые, мирные. Вот, братья мои, Умар ибн Хаттаб говорит: «Ихшаушину, фа инна ни'ама ла таду». Умар говорит: закаляйтесь. Ну, не закаляйтесь холодной водой. Иногда выбирайте трудный образ жизни для ваших детей. Выбирайте его. Ну и что твой сын сегодня спал, извини за выражение, жестко? Ну и что твой сын пошел в старомодную обувь или одежду в школе? У него, что ли, одного органа не будет, что ли? Вот ни в коем случае не делайте так, чтобы твой ребенок был рабом этой модой. Учите его, чтобы он был сам личность, сам тащил людей за собой. Мы, мусульмане, тащим людей за собой, не нас тащат. Почему ты так одеваешь? Это модно. Астагфируллах. Это ты мода, твой сын мода, ты мода.
Я мода, я диктую, как одевать. Я диктую, как стричься. Я диктую, как пить сидя. Я диктую, как мыть органы в туалете. Я диктую, как ходить. Я диктую, как разговаривать. Мы модой, мы начали, мы начали. Этика, все это у нас. Начало и конец, этика это у нас. Вот учите людей, с ваших детей, чтобы были личность. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, «Ла якун ахадукум имма». Пусть один из вас не будет имма. Я так скажу, имма. Сподвижники сказали, что такое имма, я Расулаллах. Даже сподвижники не поняли, что такое имма. Пусть один из вас не будет имма. Что такое имма, я Расулаллах? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, он говорит так. Время? Он говорит так. Если люди будут делать добро, я сделаю добро. Если люди будут делать зло, я буду делать зло, как и люди. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ваттину анфусакум». Будьте личность, сами будьте родина, сами будьте для людей примером, сами пример. Все люди, они делают добро, я делаю добро. Делать зло, ну и что? Я делаю добро. Я один буду ураза держать, один хоть весь мир не будет ураза держать. Хоть весь мир не будет с бородой ходить, я буду ходить. Хоть весь мир не будет с хиджабе, я буду в хиджабе. Вот таким образом, если ты строишь со своего ребенка личность, клянусь Аллахом, вот это начало. С тебя не требуется, Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля нас'алука ризқа», с тебя не требует кормить его. Ты знаешь об этом? Твоя задача не кормить твоего сына. Знаете об этом? Твоя задача «Ва'мур ахлака биссаляти вастабир алейха». Твоя задача приказывай своим родственникам, близким, жена, дети, намаз читать. Научи их, заставляй их и себя терпеть. Мы не просим с тебя пропитание. Пропитание в руках Аллаха Субхану Тааля. Может, один из нас здесь сидит, и его пропитание Аллаху Алам, где готов этот час. И сама, может, пропитание сама по себе пришла домой. Кто-то пришел, да. Но, конечно, с другой стороны, Аллах Субхану Тааля не просит тебя просить у людей. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что сказал? Высшая рука лучше, чем нижняя рука. Вот этот личность, реально, ребята, еще раз повторяю, мы должны, наоборот, учить своих детей, чтобы были уверены. Вот есть очень большая проблема. Проблема в да'вате сегодняшний день очень большая. Какая? Смотрите. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, когда один из вас, если мы увидим грех, что мы должны делать? Айда, сами скажите. Я увидел грех у себя дома. Что я должен делать? Водку. Устранить его руками. Ну я у себя дома хозяин. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Марра аминкум мункаран», если кто-то из вас увидел порицаемую вещь, пусть меняйте его руками, моментально. Но я не везде авторитет, я у себя дома авторитет. Ну ладно, я у себя в ординаторской не могу. Тогда второй степень какой, дорогие братья? Тогда руками. Тогда языком, второй степень языком. Ладно, иногда, представляете, если я сижу среди бандитов, среди залимов очень много сегодня день, да. Если я скажу языком, то могут на самом деле реально причинить мне большой вред. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тогда пусть это меняет сердцем, но это самый слабый вера. Вот сегодняшний день мы что решили? Мы смотрим на харам в телефоне. Ну, ладно, ты меняй его руками, когда дома, ладно. Ну, иногда смотрим на харам и сижу с ним. Получается, я не отказался от него сердцем. И второй, мы везде согласились, допустим, реально сегодняшний день, валлахи, приходят многие из наших студентов, говорят, Мухаммад Хазарат, ну, ты светский человек, ты же врач, ну, ты понимаешь гормонально и так далее. Мы, в конце концов, должны относиться к этим людям, к гомосексуалистам, толерантно. Валлахи, из наших студенток, мусульманок, женщин, девочки пришли ко мне. Я говорю, Аллаху Акбар, даже я, если не могу менять это руками, не могу их бить языком. Но сердце я должен... Знаете, что Суфьян ат-Таури говорит? Когда я не могу менять руками, языком, и мне надо менять сердцем, говорит, Валлахи, я писаю с кровью. Настолько мне это злость. Ширк здесь идет. Ширк, куфр идет. И ты хочешь, чтобы я это менял сердцем, ладно. Но не просто садишь и ты играешься под этой музыкой и смеешься. Ну, харам это мне здесь не касается. Толерантность в исламе, она не как они рисуют. Вот в Ватикане их толерантность. Уже реально их толерантность дошло до такой степени, что мужчина может жениться на мужчине. Даже, валлахи, на днях я сижу, навыки, ораторные навыки я поднимаю, и, субханаллах, вышел один священник, католик в Ватикане. Он, валлахи, по-английски, очень красиво говорит по-английски. Очень хороший оратор. Да? И говорит, The God is gay. Господь это гомосексуалист.
Реально, это говорит он. Настолько они, представляете, да? Субханаллах, настолько они уступились, астагфируllaх. Их толерантность, куда у нас в исламе нет толерантности. Если мы увидим грех, что сделаем? Руками. Но на самом деле нет. Тогда языком. На самом деле нет. Сердце. Но я ни в коем случае не должен идти мимо этого и сказать красиво. Значит, что такое менять его языком? Вот меня спросили однажды, как ты советуешь, чтобы наши дочки одели хиджаб? Говорю, очень просто. Валлахи, у меня дочки, я никогда не сказал, одевайте хиджаб. Сами как одели хиджаб. Как языком меняю грех. Я еду, вижу какую-нибудь полуголую девушку. Я говорю перед дочкой, астагфирлах, я должен менять его языком перед дочкой. Иначе уже эталоны красоты уже учили наших детей. Хоть, между прочим, если мы посмотрим на эталоны красоты, которые диктовали нам 100 лет назад, как выглядела 100 лет назад красивая женщина, знаете? А? Нет, красивая женщина. Все видели женщину. Но эталоны красоты у красивой женщины, она была пухленькая, со складками здесь. Ну, не видели вы это? Рисунки, как рисовали. А сейчас эталоны красоты, которые как играют над нашими мозгами. Она худая, кожа и чуть-чуть ребра есть, и все. Понимаете? Вот сегодня так. Это вот. А наоборот, мы это должны учить людей, как оно. И ты, когда едешь со своими дочерями, увидишь этого, ты не обязательно смотришь, о, машаллах, какая красивая. Нет. Здесь ты уже преступник, приступил границу в сторону своей дочки, испортил эталон в мозгах своей дочки. Обязательно ты должен обязательно ты должен порицать этот порицаемый перед дочкой. С сыном идешь, увидишь накачанного с татуировкой, ой, красивая татуировка. Ни в коем случае ты должен слухом перед сыном это делать, чтобы твой сын был на твой путь. Когда видишь харам, обязательно ты должен объяснить сыну, если мы едем, потому что мы живем в таких краях, ты обязан объяснить ему, что это харам. Но мы не имеем права идти туда, порицать их, ругать их, нет. Ну, в моем доме никто не имеет права зайти. В моем воспитании я имею право, как хочу, я имею право одевать детей, понимаете, да? И таким образом, Аллахи, братья мои, очень не хватает этой личности. Еще сколько минут? 3? Субханаллах, да? Как говорят, 2 врача, 3 мнения. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы могли воспитать своих детей, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям любил. Умар ибн Хаттаб говорит, учите своих детей не просто кататься на лошадей, чтоб пригнул на лошадь. Здесь просто учите их. Понимаете? Однажды, Аллахумма салли аля Мухаммад, когда в Бадре были 2 юноша, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не хотел их забрать с собой. Муаз и Муауаз. Один из них говорит, я Расулаллах, я очень хорошо стреляю. И на самом деле начали стрелять перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Муаз реально очень хорошо стреляет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, заберем. Муауаз сказал, я Расулаллах, я могу его уложить запросто. Стали бороться перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И уложил он его. Понимаете, тогда взял 2. И представляете, один из них, его звали Муаз или Муауаз, не помню, он стоял, ничего не делал. И подошел к Абдуррахману ибн Ауфу. Он сказал, где Абу Джахаль? Говорит, сейчас зачем тебе Абу Джахаль нужен? Ты и Абу Джахаль. И говорят, Абу Джахаль был как холма, как гора. Вокруг него одни слуги, до него никто не может добраться. Говорит, я слышал, что он когда-то ругал и порицал пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ты только покажи мне его. Представляете, он говорит, я пришел, и Аллах, я ударил его по его ноге, даже его нога улетела. Помните, когда ты хочешь орех ломать, и ты не сможешь ломать, и как орех вот так улетает. Говорит, его нога так улетела из моего удара. И он ударил обратно Муазу, что его рука весь день мешала ему сражаться с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. И под конец она мешала ему это сражение. И взял, наступил на нее и оторвал ее. Ребенок с пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Он как услышал, что Абу Джахаль как холма, до него никто не может дойти, все, он уже решил, это мой дичь. Абу Джахаль это мой дичь. И Субханаллах не ушел без него, понимаете, да? Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы этот гордость не переселяли. Вот мы могли воспитать в наших детей. Нам не нужно сытые дети. Нам не нужно махровые дети. Нам нужны настоящие мужчины. Дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы видели это в наших детей. Амин, Раббал Аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.